Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на май 2020 года для рыб. Посмотрим, что будет происходить. Поделим месяц на 3 части. Это у нас карта месяца. 8 мечей. Теперь первая часть месяца, первые 10 дней. Это середина мая и третья часть месяца, окончание месяца, 9 жезлов. Итак, смотрим. Основная карта у нас 8 мечей, и она говорит о том, что нам будет сложно опереться на себя, нам будет сложно опереться на какую-то ситуацию, на работу, на финансы. А мы будем хотеть сохранять вот прошлое, нам будет хотеться сохранить ту стабильность, которая была, и мы никак не можем решиться на что-то новое. Очень сложно выходить вот из той ситуации, которая сейчас создалась. Вот хочется быть жертвой, хочется всех обвинять, и хочется не брать на себя ответственность и так далее. То есть никаких перемен не хочется. Хочется найти человека, который будет нас вести, за все отвечать, возьмет на себя наши расходы, устроит нас там на работу и так далее, и так далее. То есть чтобы был человек, который вот все наши вопросы решил. Либо, если такого человека нет, мы надеемся на жизнь, что вот все само собой случится, но карта говорит нет. Только мы сами можем выйти из этой ситуации, только мы сами можем создать стабильность просто тем, что будем уверены в себе, в своей деятельности, умениях своих, опыте своем и так далее, и так далее. То есть только на себя опора, и все вот эти страхи, они должны уйти, только потому, что мы начнем действовать. То есть пока мы не действуем, мы боимся. Как только начали действовать, сразу все начинает налаживаться, приходить в норму. Этого будет достаточно, чтобы выйти из сложной ситуации. Она, в принципе, эта ситуация больше всего в уме, в голове. Это страхи, которые нас сковывают. На самом деле, если мы поменяем направление нашей мыслительной деятельности, да, тут уже все может и в жизни поменяться. То есть у нас появится энергия, мы сейчас ее спускаем просто в никуда, она у нас в землю уходит, да, потому что мы боимся действовать, потому что у нас есть неуверенность в себе и так далее. А теперь поговорим о начале месяца. Первые 10 дней королева Пентаклей. Карта говорит о том, что есть возможность и заработать. Есть возможность, если, допустим, вы не работаете, укрепиться на новом месте на каком-то. Если вы работаете, то это стабильность, а может быть даже и рост и повышение для кого-то. То есть, в принципе, вы можете себя проявить и заработать. Кроме того, здесь карта очень такая стабильная, спокойная, без нервов, да, без страхов, просто берем и делаем, и зарабатываем. В общем, карта очень хорошая. Вторая часть месяца выпадает карта старшего аркана Луна. Вот здесь мы можем начать переживать, мы можем включиться в какие-то страхи, может быть, у кого-то из наших близких, допустим, что-то не ладится, да, или просто какая-то паника, и мы можем заразиться. Карта говорит о том, что эта ситуация временная, да, вот это настроение, оно пройдет. И не нужно ни в коем случае этому слишком большое значение придавать. Не нужно думать, что вот эта ситуация с нестабильностью какой-то, она будет долго. То есть буквально через какое-то время уже все стабилизируется. И вот эта карта все-таки акцентирует наше внимание на семье, на детях, на недвижимости, на нашем жизненном пути. Да? В общем, здесь все вот эти вопросы, они начинают быть важными. Кроме того, здесь вопрос поддержки друг друга. Да? Если, допустим, у одного сложные времена, второй может поддерживать. И это желательно было бы поддерживать. Да? Не винить его там во всех грехах, а вот именно дать возможность опереться на какое-то время, поддержать, пока человек не придет в себя. Также могут быть проблемы со здоровьем, их тоже нужно обязательно решать. Это касается семьи, скорее всего, тут нужно будет уделить внимание этому. Но так как здесь у нас Луна растущая, это значит, что вот
эта часть месяца, она должна все-таки быть направлена на улучшение в деятельности, на увеличение финансов, на улучшение отношений. Если, допустим, касается недвижимости, то это приобретение, а не продажа. То есть что-то такое вот на рост и на улучшение должно быть направлено. Также эта карта все-таки отношений к родителям, да, то есть может быть потребоваться наша помощь какая-то, забота и так далее. И окончание месяца, девятка жезлов, карта выбора, когда у нас очень много всего есть, ну, как опыт, образование, достижения, да, у нас много, может быть, возможностей, а нам нужно выбрать что-то одно. И вот это самое сложное. Вот из всего, что мы делали раньше, да, нам нужно выбрать единственное. А мы не уверены в том, что мы делаем правильный выбор, из-за этого могут быть переживания такие. Но все-таки девятка жезлов, карта хорошая, потому что мы закаленные, да, у нас есть уже, возможно, опыт в прошлом какого-то подобного выбора. Это раз. Во-вторых, девятка – это всегда окончание цикла. То есть мы должны довести что-то до конца, а это всегда сложно. Вот всегда вот эта последняя точка, она всегда самая трудная. Но надо помнить, что дальше нас ждет рост, поэтому мы обязательно должны вот в чем-то заключительное действие совершить, да, достичь какого-то результата. Девятка жезлов – это у нас Луна в Стрельце. То есть здесь проблема, скорее всего, в достижении наших целей. Вот мы их раньше поставили перед собой, а сейчас, вот, допустим, выясняется, что мы или не можем их осуществить, либо они вообще отпадают, то есть они становятся ненужными. Или, допустим, мы хотели куда-то поехать, там, в путешествие или переехать куда-то. Опять же, нет возможности. А что сейчас делать? Нужно заканчивать те дела, которые есть, то есть пользоваться теми возможностями, которые есть. А это трудно переключиться, да, когда мы чего-то желали, это не исполняется, и нужно резко перестраиваться. Вот такой тяжелый момент может быть. Но в то же время, если удастся перестроиться, да, то мы можем легко потом вырулить в этой ситуации. Все будет в порядке. Что еще можно сказать? Здесь все-таки многие вопросы связаны будут с семьей, да? То есть здесь именно вопросы обеспечения семьи. Не просто работать, не просто с удовольствием работать и зарабатывать деньги, а именно чтобы хватало покрывать нужды семейные. Давайте посмотрим теперь, что ждет рыб в отношениях в мае для тех, кто в поиске партнера. Двойка мечей. Ну, карта говорит о том, что здесь можно встретить человека вот с общими интересами. Это, скорее всего, человек с таким острым умом, человек очень интеллектуальный, и вам будет вместе, конечно, очень интересно. Но самое главное, чтобы вот эти интересы, они совпадали в чем-то хорошем, а не в плохом, да, так как здесь у нас на карте показано как бы бар такой с бутылками, да, зеленое сукно, то есть здесь как предупреждение идет. Обратите внимание, в чем именно ваши сходятся взгляды и интересы, в том, что вас развивает и улучшает, или в том, что в чем вы можете деградировать, а вместе вы еще больше друг друга усилите, да, то есть здесь вот нужно быть осторожными вот в выборе этих людей. Теперь посмотрим, что ждет тех, у кого есть пара. Королева мечей. Карта говорит о том, что могут быть острые моменты в отношениях, и нужно быть очень осторожными, потому что разная критика, скандалы и все такое прочее может даже до развода довести. А с другой стороны, если же вы будете заняты чем-то общим, совместным, допустим, вместе учиться, вместе там зарабатывать или еще что-то такое, ну, что-то важное, выйдете за рамки эмоций, за рамки ваших взаимоотношений, да, то тогда есть возможность, наоборот, хорошего результата, достичь чего-то значимого, стоящего. Это, кстати, карта очень часто показывает и бракосочетание, то есть если вы еще не в браке, вместе просто живете, да, здесь вот либо предложение можно получить, либо брак заключить.
В общем, какие-то очень важные такие могут для вас моменты, которые вашего статуса касаются. Кроме того, здесь еще могут быть и любого другого рода договоры. Ну, допустим, может быть договор там о купле-продаже или еще что-то такое. Да? Здесь любые бумаги, которые вот вас двоих касаются. Ну, а в браке они, любые бумаги нас двоих касаются. Так, что еще здесь может быть? Королева мечей. Здесь вот рекомендация этой карты, вот как-то стараться обходить острые углы, выходить из таких критических ситуаций без потерь для вас других, для вас обоих. Теперь для тех, кто в ссоре. Десятка жезлов говорит о том, что, скорее всего, очень много накопилось каких-то сложных моментов, когда вы не понимали друг друга, либо когда, может быть, даже вы здесь просто устали друг от друга, может быть, слишком много времени были вместе, из-за этого только может быть ссора. Но на самом деле эта карта говорит о том, что у вас уже достаточно общего опыта, вы вполне можете как бы договориться, вы хорошо знаете друг друга. Единственное, что здесь нужно, это нужен отдых. Как бы такая доля свободы какая-то нужна друг от друга, то есть прийти в себя, скажем так. То есть тут проблема больше вот в усталости от слишком тесного общения, вот и все. А так можно здесь помириться, но тут нужно быть осторожными. Если, допустим, вы еще не отдохнули от партнера или он от вас, да, то тогда вот либо это может с новой силой вспыхнуть, либо, может быть, не захочет он пока что еще идти на сближение. То есть тут не надо торопиться, нужно отдохнуть друг от друга, да, или дать прям специально себе возможность. Если у вас еще не дошло до ссоры, да, вот лишь только намечается, нужно прям сознательно выбрать такую позицию, отдохнуть друг от друга, заняться другими делами, работой, там, зарабатыванием денег и так далее. Теперь работа для рыб, те, кто в поиске работы. Замечательная карта, которая говорит о том, что можете найти по себе очень хорошую должность и есть возможность решить вопрос, если вы долгое время не могли найти работу. Здесь и оплата хорошая, в общем, все здесь, в принципе, вас будет удовлетворять. Либо это помощник, такой помощница, да, человек, который поспособствует тому, чтобы работа у вас была. Для тех, у кого есть сейчас уже работа, замечательная карта стабильности, когда вы, в принципе, в ситуации, ну, как бы спокойны, да, вы, в принципе, у вас все есть, у вас есть работа, у вас есть доход, у вас есть, скорее всего, должность, и есть люди, которые вот за вас горой стоят, они вам всегда помогут. И здесь карта говорит о том, что, скорее всего, придется к ситуации приспосабливаться, но вы ничего не потеряете, может быть, даже наоборот, приобретете, на новый уровень выйдете. И, кстати, вот эта карта также связана и с заграницей, с чем-то иностранным, да, здесь может говорить карта и о заключении каких-то новых договоров с людьми, которые далеко живут, или тут работа с иностранцами, в иностранных компаниях, здесь может быть что-то вот с валютой связано, какие-то, может быть, операции и так далее. И также вот для юридических разных тем тоже хорошая карта. Если особенно вы заняты в этой области, то для вас это просто замечательный месяц будет. Посмотрим, что ждет тех, у кого свое дело. Карта суд. Ну, конечно же, здесь может быть выигрыш в суде. Здесь может быть разрешение какое-то, может быть, юридические какие-то документы будете оформлять. Также карта говорит о том, что вас могут высоко оценить ваши клиенты, да, может быть, вы как-то в этом месяце себя покажете свои услуги, и у вас появятся какие-то очень важные перемены в вашем бизнесе благодаря этому. Также карта говорит о том, что нужно заявлять о себе, нужно себя рекламировать, нужно стремиться вот в своих целях и планах как можно больший охват делать, ну, как сказать,
включать в свои цели, планы не только личный интерес, но и интерес там, ваших работников, сотрудников, клиентов, вашу семью и так далее. То есть чем больше, масштабнее у вас планы и чем большему количеству людей будет польза от того, что вы хотите сделать, тем больше у вас здесь польза и развитие вашего бизнеса. Но вообще карта очень серьезная, то есть здесь будет как бы вынесено решение судьбой, да, если действительно ваше дело полезно для других людей и выражает вас как личность, как индивидуальность, то оно будет сохранено. Если же у вас все-таки здесь не лады, да, то, скорее всего, либо придется новое направление искать, может быть, даже вам предложит сама жизнь какое-то направление, потому что это у нас карта кармическая, и здесь ситуации происходят, как бы очень четко, очень сложно их как-то перенаправить, да, то есть нужно обязательно эту ситуацию отработать, так сказать. То есть если вы заняты своим делом, значит, вы еще больше укрепите свои позиции, улучшите. Если это дело все-таки не ваше, либо оно как-то вредит окружающим людям, то тогда здесь могут начаться проблемы, и нужно как можно быстрее перестраиваться, вот именно своим делом заниматься, осуществлять свое предназначение. Тогда все будет хорошо и правильно. Финансы для рыб. Десятка мечей, карта говорит о том, что в финансах вот действительно урожай. То есть все, что вы делали ранее, если были какие-то договоры, если были проекты, вот начинают приходить деньги за это, либо это продажа чего-то, что вы раньше заработали, на что вы раньше заработали, да, это может быть даже и довольно-таки крупные продажи, это могут быть продажи недвижимости, земельных участков, это могут быть продажи там автомобилей и так далее, и так далее. Десятка мечей, карта не всегда благополучная, да, то есть если заработали раньше, получите сейчас. Если раньше все-таки не работали, то тогда этот месяц будет пустой, то есть все, что вложили, то и получаем. Так, десятка мечей. Ну, скорее всего, здесь в финансах нужно переходить на более свободный график работы, когда все-таки наши финансы зависят от нас. То есть это не просто работа, допустим, по найму, хотя такое тоже может быть, но очень часто здесь вот именно либо свободный график, либо вы как фрилансер, либо еще что-то такое. То есть вот ваши деньги зависят от вашего вклада. Посмотрим совет для рыб на этот месяц. Тройка жезлов. Опять же, жезлы, очень много действий должно быть вами предпринято, чтобы месяц прошел хорошо. То есть нужно и думать, и действовать обязательно. Вот эта карта говорит о том, что нужно искать поддержку в своем окружении. Не только в семье, не только, может быть, в коллективе своем, но и, может быть, дальше даже. Да? То есть люди, может быть, совершенно там чужие, незнакомые, нужно как-то их привлекать на свою сторону. Эта карта говорит о том, что будут какие-то достижения уже в этом месяце, и нужно доводить обязательно все дела до конца. То есть нужно поставить себе такую цель за этот месяц уже чего-то достичь, там, заработать. Если начато какое-то новое дело, уже чтобы был какой-то первый результат. Если это отношения, там, допустим, вы поссорились, нужно обязательно помириться. В общем, все дела нужно обязательно доводить до логического завершения, и если какая-то ответственность на вас есть, нужно обязательно ее оправдывать. И плюс вот эта опора на других людей, на обстоятельства, на внешний мир, это тоже очень важно. Друзья, желаю прекрасного мая, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, здоровья и до новых встреч!